Вы смотрите итоговый выпуск новостей. О самых заметных событиях пятницы 15 октября вы узнаете из материалов наших корреспондентов. Для вас в студии работает Иван Лазаренко. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. Всероссийская перепись населения стартовала во всех регионах страны. Впервые в истории мероприятие пройдет, в том числе и в онлайн-формате. Проект социальной газификации в Якутии оценивается в 5 миллиардов 400 миллионов рублей. Голубое топливо будет бесплатно подведено к более чем 4,5 тысячам домов. Более 235 миллионов рублей лишились жители Якутии в результате общения с дистанционными мошенниками. Почему это происходит снова и снова? Акция, призванная привлечь внимание к проблемам безопасности пешеходов с нарушением зрения, стартовала в столице региона. Якутяне в финале в Москве подводят итоги всероссийского конкурса среди молодежи на лучшую законодательную инициативу. Доступ в общественные места в республике станет возможным с сертификатом о вакцинации и QR-кодом. Соответствующий указ подписал глава региона Айсен Николаев. Данные условия начинают действовать с 20 октября для театров, музеев, библиотек, домов культуры и других культурно-досуговых организаций. С 25 октября для фитнес-клубов, тренажерных и спортивных залов, а также бассейнов. А с 1 ноября QR-коды будут требоваться для посещения ресторанов, кафе, столовых и банкетных залов. Сертификаты и QR-код можно получить после вакцинации на портале госуслуг. Также в Якутии усилят темпы вакцинации и контроль за соблюдением ограничительных мер по коронавирусу. Большую работу предстоит провести и по прививочной кампании от гриппа. Такие задачи глава республики Айсен Николаев поставил на очередном заседании оперативного штаба с главами муниципальных районов и городских округов. Эпидемиологическую обстановку Айсен Николаев назвал тяжелой. Так, наиболее сложная ситуация складывается в городе Якутске, Мирнинском, Нерюнгринском, Ленском, Сунтарском, Мегино-Кангаласском и Намском районах. Также Айсен Николаев анонсировал скорое внедрение механизма финансового стимулирования районов за достижение показателей по вакцинации. 100% вакцинация граждан сегодня достигнута в Колымских районах, а также Момском, Жиганском и Лайховском. В этих же районах наименьшее число заболевших коронавирусом. На постоянном контроле Айсен Николаев поручил держать соблюдение ограничительных мер, в том числе обеспечить исполнение нового указа, по которому вводятся QR-коды для посещения общепита и объектов культуры и спорта. Ну а что касается оперативных данных, то на территории республики за минувшие сутки зарегистрировали 261 случай COVID-19. В том числе в Якутске 138 случаев. В Мегино-Кангаласском районе зафиксировали 12 случаев, в Намском 11, Алданском 10. По 8 случаев выявлено в Амгинском и Усть-Алданском районах, 7 в Хангаласском, 6 в Нерюнгринском. В Верхневилюйском, Вилюйском, Ленском и Татинском районах по 5 заболевших, в Алайховском, Аймиконском, Оленёкском и Среднеколымском, а также Тампонском районах по 4 случая. Еще в 8 районах республики зарегистрировано от 1 до 3 заболевших COVID-19. Указом главы республики также непосредственно определяется, что те граждане, которые вакцинировали 6 месяцев назад, либо переболели, должны пройти ревакцинацию. Соответствующую персональную ответственность непосредственно членов правительства Республики Саха-Якутия за усиление направлений по вакцинации и ревакцинации глава республики возложил своим решением. Тем временем санитарно-противоэпидемическая комиссия города Якутска приняла решение продолжить образовательный процесс с 16 по 22 октября в очной форме для учащихся с 1 по 4 классы. Для 9, 10, 11 и 12 классов очная форма обучения возобновляется с понедельника, 18 октября. Школьники с 5 по 8 классы продолжают обучение с использованием дистанционных образовательных технологий. Также дистанционный формат пока сохраняется в учреждениях дополнительного образования, в том числе это касается кружков, секций, дополнительных занятий и различных внеучебных мероприятий.
Другим темам. Всероссийская перепись населения стартовала во всех регионах страны. Впервые в истории мероприятие пройдет в том числе в онлайн-формате. Специальная электронная форма появилась на портале государственных услуг. Заполнить переписной лист можно на 10 языках, в том числе на якутском. Всего нужно будет ответить на 33 вопроса. Пройти онлайн-перепись можно будет до 8 ноября. Не успевшие же могут отметиться в стационарных переписных участках, организованных в офисах МФЦ, в зданиях Почты России, на кассах Энергосбыта. Более того, с 18 октября по 14 ноября по домам будут ходить специально обученные переписчики. В проведении переписи задействован переписной персонал полевого уровня, так сказать. Это те, которые работают на местах. Это контролеры и переписчики. Порядка 2000 человек выходят вот с 15 числа на работу в поле работать. Никаких документов переписчик у жителей спрашивать не будет, не имеет права и не будет этого делать. Точно так же, как и фамилию, имя, отчество. Тем временем всероссийская перепись населения стартовала им в Нерюнгри. Для того, чтобы правильно формировались бюджеты районов, поселений, рассчитывались нормативы финансирования образовательных учреждений, необходимо провести перепись максимально информативно и точно. Все подробности далее. С сегодняшнего дня можно принять участие в переписи, пройдя процедуру на портале госуслуг. В этом случае необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале. Отправить данные можно до 8 ноября. А с 18 октября до 14 ноября можно пройти перепись на стационарных участках. В Нерюнгринском районе их будет 22. И третий стандартный способ – это ответить на вопросы переписчика по месту жительства. Все данные будут занесены в электронные планшеты. Просьба всех граждан нашего Нерюнгринского района принять активное участие в переписи населения и с пониманием отнестись к работе переписчика. Важным условием качественной работы является хорошая подготовка переписчиков, которые прошли специальные обучающие программы. У переписчика обязательно должны быть следующие атрибуты. Это бейджик, который подтверждается паспортом переписчика, планшет электронный, информация с которого передается в Росстат, шарф с надписью «Перепись населения 2020», жилет, сумка переписчика. В рамках переписи будет определена фактическая численность постоянного населения в каждом поселении, граждан, которые здесь проживают не менее 1 года. Трудовые мигранты и вахтовики также подлежат переписи. По месту учебы подлежат переписи студенты, по месту службы – военнослужащие. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерюнгри. Президентская программа социальной газификации полным ходом идет по всей стране. В Якутии голубое топливо может быть бесплатно подведено к более чем 4,5 тысячам домовладений. Люди активно начали подавать заявки и ждать одобрения от регоператора по газификации компании «Саха-Транснефтегаз». Но даже на этом этапе начали испытывать трудности. Почему приходят отказы на подключение? В проблеме разбиралась Ульяна Шагина. Обещанного 3 года ждут. В случае с жильцами улиц Зеленая и Мира села Хатасы уже более 5 лет. Все это время жильцы обращаются во все инстанции, чтобы подключиться к газу. Но каждый раз получают отказ по разным причинам. Когда я подавала заявление сперва, чтобы подключиться, например, от соседа, сказали, что давления не хватает. Вот позавчера буквально нам пришел отказ по социальной газификации. Что сказали? Формулировка была такая. Дом находится от ближайшей точки подключения больше 131 метра, поэтому технически невозможно. То есть технически возможно, но для этого нужно строительство газовых сетей, рассчитать там диаметр трубы, рассчитать длину трубы. Сам микрорайон Кескиль относительно новый. Строиться здесь стали с 2014 года. Сегодня из 60 участков больше половины зимуют, но тратят сотни тысяч на дрова, уголь и электричество. Остальные зимой уезжают в город, вынужденно арендуя квартиры, либо ютятся у родственников. Построила в Хатасах дом, продав свою собственную квартиру в городе. Но так как нет газа, вынуждена жить у сына в однокомнатной квартире. И так это продолжается почти 3 года. Сегодня в микрорайоне Кескиль только 3 участка подключены к газу. Остальные уже много лет никак не могут дождаться подключения. При этом сам микрорайон находится в центре села Хатасы. И люди никак не могут понять, почему их вопрос
никак не может быть решен. Программа социальной газификации по замыслу должна решить проблему так называемой последней мили, дегазифицировав дома, рядом с которыми уже подведена труба. Если раньше за это платили сами собственники, то теперь обязательство на себя полностью берет государство. Задача такая дана, и мы ее выполним обязательно. Другого быть не может. Но еще раз, программа делится на этапы, и в первую очередь, и вот как раз задача 2022 года подвести газ к домам, обеспечить, привести газ в дома, да, к людям, там, где нет дефицита пропускной способности. То есть, возьмем простыми словами, поселковый, уличный газопровод, и в нем может просто элементарно не хватать давления. В первый этап попадают Якутск, Покровский, Мархан. Остальные, в том числе и жители села Хатасы, будут ждать утверждения так называемой схемы низкого и высокого давления в газовых сетях. Строительство распределительных сетей должно определять схемы газоснабжения. До сегодняшнего дня у нас схем газоснабжения не было. Сейчас эти схемы будут утверждены и внесены в программу газификации. Соответственно, мы будем знать, какого диаметра, какого протяженности газопроводных должны быть построены в этих районах. Когда эта работа будет? Программу газификации мы должны утвердить до конца этого года, до 1 декабря. Жильцам же улиц Зеленая и Мира остается ждать и надеяться, что после утверждения схемы газоснабжения в их участке наконец-то придет обещанное голубое топливо. Якутия-24 будет следить за развитием этих событий. Ульяна Шагина, Георгий Григорьев, Якутск, Хатасы. Что касается Ленска, то там 1121 частный жилой дом может быть подключен к газовому отоплению в рамках реализации этого проекта социальной газификации. Подача заявок уже открыта на ресурсоснабжающей компании «Саха-Транснефтегаз». Форму заявки и необходимые для подачи заявления документы можно посмотреть на сайте города Ленска. Там дана подробная разъяснительная информация. Как отмечается, заявки лучше оформить как можно быстрее, так как финансирование будет определяться от количества желающих газифицировать свои частные дома. Администрацией города Ленска была проведена совместно «Саха-Транснефтегаз» работа по инвентаризации жилых домов. Сегодня правительство как Республики Саха, так и Российской Федерации хотело бы увидеть заявление и уже предлагает заключать газоснабжающие организации договора на строительство этих газовых сетей. Сейчас мы прервемся на небольшую рекламу, не переключайтесь. Мы продолжаем подводить итоги сегодняшнего дня, пятницы 15 октября. Псевдосотрудники банка и лжеполицейские продолжают обворовывать ленчан. В этот раз виртуальный московский лжеполицейский из якобы отдела по борьбе с экономическими преступлениями обокрал жительницу Ленска на сумму 103 тысячи рублей. Мошенник уверил жертву, что некий человек с нотариальной доверенностью от ее имени обратился за снятием денежных средств в московский филиал банка. Поэтому ей необходимо снять все кредитные средства в определенном банкомате и зачислить на указанное им имя на Киви кошелек. Но этого преступникам показалось мало. Они оформили еще и кредит на 250 тысяч на имя потерпевшей. Во втором случае были сняты деньги с карты в размере 68 тысяч рублей. Пострадавшие также позвонили из столицы, но на этот раз представились сотрудникам банка. Всего с начала этого года в Ленском районе зафиксировано 52 преступления в сфере мошенничества. Из них 14 уголовных дел мы отправили в суд, и 31 уголовное дело приостановлено в связи с отсутствием лица в качестве привлекаемого обвиняемого. Всякие мошенники, они очень идут в ногу с этими новшествами, придумывают новые идеи. И я бы хотела ленчанам сказать, чтобы они не верили никому, кто, например, звонит и представляется сотрудником банка, следователем какого-нибудь подразделения отдела. Ну а всего более 235 миллионов рублей лишились жители Якутии в результате общения с дистанционными мошенниками. Схемы их действий бывают разные, и по мере привыкания населения к одному из них придумываются новые. Как обезопасить себя от этих аферистов, кого и как чаще всего они обманывают, далее. Сюжет Ульяны Шагиной. Один раз позвонили и сказали, что
с какого-то банка звонят и требовали, просили данные. Я им сказал, что как бы в отпор вы мошенники, и отключил. После этого они не стали звонить. Матери тоже звонят. Но я ей говорю, чтобы она не брала трубу. Порой мобильные мошенники бывают и настойчивыми. Приятный уверенный голос, представляясь банковским сотрудникам, вызывает доверие. Они действуют так убедительно, что по их просьбам многие и не успевают понять, как на чужой счет перевели сотни тысяч рублей. За 9 месяцев текущего года на территории Якутии зарегистрировано 2232 преступления, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общий ущерб от совершенных в отношении жителей республики дистанционных хищений превысил более 234 миллионов рублей. Нужно помнить, что сотрудники банков никогда не сообщают о подозрительных операциях по вашей карте. Они не спрашивают коды безопасности. Если раньше считалось, что дистанционные мошенники чаще обманывают пожилых людей, то в последнее время попадаются и молодые люди. Анализ преступлений показывает, что наиболее подверженными дистанционным хищениям являются лица, относящиеся к возрастной группе от 30 до 49 лет. Мы вышли на улицы города и расспросили людей, сталкивались ли они с дистанционными мошенниками. И 100% опрошенных как минимум один раз общались с аферистами. Ну да, было дело. Как вы узнали, что это мошенники? По их поведению просто трубку скинул и все. Писали, звонили. Ничего, трубку вешала. Сталкивались. Мы сталкивались, жену чуть не развели. Было дело. Была служба безопасности, и самое основное – это ваша карта заблокирована, на вашей карте зарегистрированы несанкционированные действия. В МВД есть даже статистика, что в 60% случаев жертвами этих мошенников являются женщины. При этом телефонные звонки чаще всего поступают с 10 утра до 6 вечера. В рабочее время, когда человек занят и чаще всего в торопях может принять неправильное решение. Они давят обычно на очень сильные, яркие чувства человека. Во-первых, это страх. Если человека очень сильно напугать, он будет согласен на все, чтобы избежать чего-то плохого. Помимо банковских сотрудников, мошенники размещают в интернете подложные объявления о купле-продаже. Быстрый заработок предлагают биржевые площадки. Представляются сотовыми операторами. По мере привыкания населения к одному из видов обмана придумываются новые. И обезопасить себя от них можно только в случае, если не разговаривать с ними и не сообщать им свои личные данные. Ульяна Шагина, Иван Яковлев, Артем Алексеев, Якутск. Бесплатное комплексное медицинское обследование воспитанников проводится в дошкольных учреждениях республики в рамках проекта «Растем с Якутией». Осмотр проводят специалисты мединститута Северо-Восточного федерального университета, лаборатории детства и Академии наук Якутии. Обследование позволит определить уровень врожденного и приобретенного иммунитета у детей, иммунной защиты, уровень микроэлементов в организме, общее состояние развития и изучить факторы, влияющие на развитие ребенка. Все обследования проходят только с письменного согласия родителей. При желании они могут присутствовать при осмотре врачей. До конца года такое обследование пройдет в 7 детских садах Якутска и 2 дошкольных учреждениях Жатая. По итогам будут даны индивидуальные характеристики здоровья детей и рекомендации родителям по их оздоровлению и профилактике. Проект социального воздействия в сфере образования, который реализуется в Хангаласском районе, в ближайшие годы планируют внедрить и в других районах. Это первый проект социального воздействия в сфере образования во всей России. Он был пилотно запущен в 2019 году госкорпорацией Web.rf, Фондом развития Дальнего Востока и Байкальского региона при поддержке правительства Якутии и охватил 5000 детей и более 700 педагогов из 27 школ Хангаласского района. За время своего существования проект улучшил общие образовательные результаты детей на 10%. По итогам тестирования отмечается рост базовых знаний учеников 8 и 10 классов до 29% по русскому языку и до 10% по математике. Численность же призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников увеличилась с 5 до 11 детей. В Якутске стартовала акция «Внимание, слепой пешеход». На протяжении месяца сотрудники госавтоинспекции и Республиканской библиотеки для незрячих будут проводить разъяснительные беседы с автолюбителями касательно безопасности слепых пешеходов. Подробнее в сюжете Власия Сергеева.
Акция «Внимание! Слепой пешеход» проводится ежегодно. С помощью профилактических бесед и информационных листовок организаторы призывают водителей внимательно относиться к незрячим пешеходам, которые в силу своих физических возможностей не могут убедиться в безопасности перехода проезжей части. У пешеходов, конечно, есть свои обязанности. Пешеходы должны убедиться в безопасности при переходе проезжей части. Но пешеход со слабым зрением может не увидеть. И если пешеход поднял белую трость, значит, это означает, что водитель обязан уступить дорогу, даже если это происходит не на пешеходном переходе. День старта акции был выбран не случайно. 15 октября отмечается Международный день белой трости, приспособление, которое выступает не только вспомогательным средством для передвижения, но и как идентификатор о наличии серьезных нарушений зрения. Людей, которые по каким-то причинам потеряли зрение, можно распознать по белой трости. Вот мы сейчас видим примерную белую трость. Она должна быть обязательно белого цвета. В принципе, удобно раскладывается. Но с помощью белой трости слепой или слабовидящий человек уже ориентируется в пространстве, да, в заведении, при ходьбе. Сотрудники библиотеки отмечают, что в Якутске проживает более 900 людей с инвалидностью по зрению, и то, что условия для их безопасного пересечения проезжей части нуждаются в улучшении. Нету тактильных плиток, нету поручней, нету, не везде установлены звуковые светофоры, и не везде есть знаки, дорожные знаки «Осторожно, слепой пешеход». Да? И хотелось бы, чтобы в нашем городе побольше уже доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья. Длительность светового дня продолжает сокращаться, поэтому сотрудники госавтоинспекции рекомендуют носить светоотражающие элементы и быть внимательнее на дорогах. Власий Сергеев, Джилустан Иннокентьев, Якутск. Фонд Сколково принимает заявки от российских разработчиков IT-продуктов, сервисов и платформенных решений на участие в конкурсном отборе пилотных проектов первого масштабного внедрения российских решений в сфере информационных технологий. Гранты предоставляют в рамках федерального проекта «Цифровые технологии». Основная цель этой формы поддержки – поддержка отечественных разработок, направленных в том числе на импортозамещение иностранного программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов. Но в Москве подводят итоги всероссийского конкурса среди молодежи на лучшую законодательную инициативу. В этом году сразу 4 якутянина отобрались в финальную часть турнира. Школьники из нашей республики предложили такие инициативы, которые по достоинству оценили федеральные эксперты. Что хотят улучшить якутяне, узнавал Максим Кардозу. Гавриил Суздалов на подобном конкурсе впервые и сразу с серьезной инициативой. Потомственный оленевод, а его династии уже больше 200 лет, решил поднять вопросы, которые волнуют частных заводчиков оленей. Государство дает возможность заниматься личным подсобным хозяйством, но нету льгот и нету поддержки на кооперативы, на организации государственные. Конечно, есть льготы, выплаты социальные на оленеводство. А вот именно личное подсобное хозяйство, что интересуется молодежь, нету поддержки, и молодежь просто боится идти туда, в что-то неизвестное. Идея Гавриила Суздалова жюри понравилась. Он получил диплом первой степени. Высоко оценили эксперты и еще один проект из Якутии. Кирилл Горохов представил свою инициативу по регулированию тушения пожаров. Он предложил ужесточать меры ответственности за распространение пожаров и поощрять добровольческие команды. В этом году ситуация окончательно вышла из-под контроля. Ее стало невозможно контролировать, невозможно было пожары эти самые обуздать. Мы жили в смоге, мы были вынуждены дышать этим воздухом загрязненным. Было невыносимо сложно, и поэтому я решил предложить свои идеи во избежание подобных случаев в будущем. «Моя законодательная инициатива» – это конкурс, который рассматривает идеи молодых людей от 14 до 30 лет. В нем может принять участие любой человек, у которого есть свои идеи по улучшению законодательства. Предложения рассматриваются по секциям, и победители обычно получают возможность выступить перед депутатами Госдумы. Но в этом году из-за ковидных ограничений с предложениями школьников и студентов народные избранники познакомятся лишь в онлайн-формате. Максим Кардозо, Джур Березкин, Москва. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Мы продолжим следить за развитием событий. Всего доброго и помните о необходимости носить маски и соблюдать дистанцию в общественных местах.